Kiss the ring. Sorry to interrupt you guys. We have a shooting team over there. If you do not mind, they need to make probably 20 seconds of our happy faces discussing complicated operational issues. I already told them a lot about how professional we are, and that we do not. They already asked me about how many fails did we have last year. Come on in, заходите. Спасибо большое вам. Thank you very much. I am leaving. Thanks for applause. Лучших лиц. Лучших. Добрый день, меня зовут Виктор Кушнарев, и я сотрудник отдела маркетинга и транспортировки ТО «Тенгиз Шевройл». Сегодня мы находимся с вами на борту танкера «Актау», который перевозит тенгизскую нефть по транскаспийскому коридору. А сейчас пойдемте на капитанский мостик. Капитан, добрый день. Судно готово к рейсу? Да, судно готово к рейсу. Экипаж готов. Все работает как часы, как у нас в маркетинге. Да? Ты шо? Наша работа — это весьма динамичная, меняющаяся такая вещь. Вот мы еще недавно были в Атерауском офисе ТШО, а сейчас мы находимся на борту танкера «Актау», который грузится в морском порту города Актау, и грузится он тенгизской нефтью. Сейчас танкер «Актау» — это один из простых регулярных рейсов танкера, который курсирует между казахстанским и азербайджанским берегом, перевозя нашу нефть. В планах ТШО перевозить, как мы обязались, объемы порядка 1,5 миллиона тонн нефти в год. И я думаю, в том же самом русле мы продолжим работать и далее, перевозя тенгизскую нефть по альтернативным маршрутам. Этот уголочек я люблю в нашем департаменте. Это Регина, наш административный ассистент. Незаменимый и надежный. И скромный еще. Отдел маркетинга в целом в ТШО, да, он имеет такую, наверное, там вот две точки зрения на отдел маркетинга смотрят. То есть первая половина народа, ну это я утрирую, но упрощенно смотрят так, что это какие-то вот там прям вот очень умные люди, которые там вот прям вот в цифрах с утра до вечера, вот они постоянно следят за тикерами на Нью-Йоркской фондовой бирже, там вот не люди, а киборги. Там вот, невозможно такого достичь простым людям, там вот, таких навыков, что это там что-то космические какие-то недостижимые навыки. Вторая точка зрения, она вот с точностью наоборот, это считает, что это бездельники в костюмах и галстуках, которые летают бизнес-классами. Мы летаем, кстати, эконом-классом. Сразу развею эти мифы. Бизнес-классом мы не летаем. Вот между этими двумя категориями, как воспринимается маркетинг, да, людьми, что это нечто там космическое, что-то суперсложное и невозможно там какие-то схемы, вот, расчеты. И с другой стороны считается, что это люди там вот только в галстуках с умными лицами сидят и дают интервью, как я. Я могу сказать, что истина, она где-то посередине. Ты представляешь компанию, ты должен себя вести и выглядеть соответствующе, тем более на переговорах с покупателями или там, с государственными органами. Это все присутствует, там, какая-то там, командировки, или, там, костюмы и галстуки.
Это все присутствует. Но присутствует также и там рутинная работа. Как правило, это кропотливая, ежедневная аналитическая работа. Представляет из себя сбор информации о рынке, что сейчас представляет из себя рынок в текущий момент. Как внутреннего рынка, внутриреспубликанского, так и внешнего рынка. И разработка планов, да, опять-таки ежедневная, работа с цифрами, оценка рисков каждодневная, для того, чтобы выработать наиболее оптимальное решение по продаже. Если начинать с самого начала моей карьеры, я начал работать в отделе финансовом отделе ТШО. Я начинал с переводчика. Вот. В принципе, достаточно быстро я перешел на другую должность внутри отдела финансового в группу казначейства, поскольку у меня был опыт работы в одном из коммерческих банков в Казахстане. В конце 2006 года отдел маркетинга объявил внутренний поиск сразу на несколько позиций, потому что мы готовились к запуску завода второго поколения, я имею в виду мы ТШО, и набирали новый персонал. Вот я прошел внутренний поиск и присоединился к отделу маркетинга на должность супервайзера по управлению ЖД-парком, цистернами. С 2006 года я начал работать на этой должности. Работа была новая, абсолютно для меня неизвестная, но при этом очень интересная. Интересна она для меня была в том смысле, что было много задач новых, но при этом и, честно говоря, не знаю, как в других отделах, но в отделе маркетинга дается весьма большая свобода при принятии решений, равно как и ответственность налагается тоже немаленькая, как бы оборотная сторона. Здесь я себя чувствую более востребованным, более эффективно использующим себя и, наверное, приносящим больше пользы для компании. Это не значит, что я рвусь на работу и не люблю отдыхать. Еще как люблю. Это динамичная среда, особенно я говорю, как с коронавируса началось, я думал, это были самые сложные годы, но оказывается, ввиду геополитической обстановки сейчас это не кончается. То есть 4 года у нас, как мы последние 4 года работаем, мы никогда так не работали, я вам честно скажу. Это очень, очень быстро все меняется, очень много неясных или неполных вводных данных, по которым можно принимать решения. Если раньше ситуация стабильная, ты знаешь, как рынок реагирует, как логистика построена. Сейчас постоянно все меняется, многие решения приходится принимать быстро, на ходу, но при этом, опять-таки, помнить о том, что решение должно быть, каждое решение стоит очень больших денег. Вот. Поэтому это закаляет коллектив, я скажу. Чем можно гордиться отделу маркетинга, наверное, это быстрый запуск транскаспийского маршрута. То есть нефть нужно было, это Каспийское море, это Тенгиз. С Тенгиза нефть доезжает по железной дороге в Актау. Здесь она сливается в терминал Кастрансойла. Дальше идет труба в Актауский морской порт, где подходят танкера, которые наливаются и следуют, соответственно, до терминала Сангачал, это уже азербайджанская сторона. Специфика этой сделки была в том, или трудность, уникальность, она была в том, что на каждом из этих участков отдельный провайдер УСРУ. То есть это, если так посчитать, это надо было заключить 5 контрактов. Поэтому я говорю, этой сделкой, наверное, отделу маркетинга стоит гордиться. У нас команда сейчас, я честно скажу, наверное, очень сильная и оптимальная по составу. Что это вы тут делаете? А вы что делаете, да? Нет, это тоже один из участников наших походов в бары. Вот
Что вы тут делаете, да? Пришли насчет следующего похода в бар, да? Да ничего уже, Договариваться. мы просто подтвердили, по-моему, пойдем. Да. У нас заранее все расписано. Детализировано. Долгосрочное планирование. Ну, вот, кстати, хороший пример. Человек переходит в отдел маркетинга из отдела стратегического планирования. Что? Скоро? Уже табличку повесили на... Довольны? Ну да. Виктор вообще, он очень эмоциональный, сдержанный человек, эрудированный. С ним можно разговаривать на любую тему. И это, наверное, и привлекает его. То, что время прямо, вот наше времяпровождение просто проходит даже незаметно. Да? На сколько процентов вы сейчас счастливы? Нет, это неправдоподобно. Ври правдоподобнее. 73. Вот. 73 это уже нормально. Я поддерживаю. Хорошо. Я недавно перешел в группу маркетинг транспортировки, где уже начинаем работать тесно с Виктором. И я как бы рад очень этой возможности. Я Виктора хорошо знаю вне работы. И буду рад продолжать наше плодотворное сотрудничество, как уже коллеги по цеху. Спасибо. Ты Клори? Давай, good luck. Че, может, кофейка попьем? Я считаю, вот офис ТШО, здесь условия работы очень комфортные. Спасибо компании. Вот это включить. А вы кто по знаку зодиака? Знаете, давайте лучше поговорим про нумерологию. Мне последний раз мозг выносили цифрами и нумерологией. Ой, веселые случаи были. Опять-таки обхохочешься. Мы с друзьями, с моими тенгизскими, сидели у меня в комнате. Пили пиво, все, и короче, пили и смотрели телек. Потом я, соответственно, вырубился. Они взяли и перевели все часы на 2 часа вперед. Да. Соответственно, когда все будильники, причем не поленились на телевизоре перевести часы, мои наручные часы перевести. Короче, в офис я приперся в 4 утра. Я открыл свой офис, посидел, смотрю, никого из коллег нету вообще. Что за фигня, думаю, может какая-нибудь чрезвычайная ситуация, или эвакуировали всех. Я подхожу к дежурному, говорю, а что никого нет-то? Он говорит, в смысле никого нет? А кто тебе нужен? Я говорю, люди где? Он такой, спят. И тут я понял, что шутка удалась у моих друзей. Что, в офис вернемся? Они нас что, закрыли, что ли? Это весело. Вот вы хотели веселую историю, вот вам, пожалуйста. Реалити-шоу. Да. Запертые в кафе. Вырос я в Усть-Каменогорске, да, и климат, и окружение, оно накладывало определенный отпечаток. То есть суровый климат, ты всегда должен быть готов к борьбе со стихией, наверное, так. Морозная погода. То есть, школы закрывались, например, да, а мы использовали эту возможность закрытых школ, чтобы играть в хоккей. Почему нет? Вот. То есть даже из таких, казалось бы, плохих ситуаций, смотря кому как плохие, мы всегда видели, что стакан не наполовину пуст, мы всегда видели, что стакан наполовину полон. И вторая вещь, наверное, тоже с детства, она проявляется в том, что я знал, чего я хотел. Очень многие же люди у нас и во взрослом возрасте не знают, что хотят. Но я, по крайней мере, мог четко сформулировать, чего я точно не хочу,
Ну и более-менее определенно сформулировать, чего я хочу. И далее уже вот третья черта, благодаря, наверное, там, закаливанию и суровым условиям, да, то есть, ну, это целеустремленность, то есть готовность идти к этой поставленной цели, несмотря на, скажем так, внешние обстоятельства. 25 я осознал, что эта работа, это не верх моих мечтаний. Я был доволен своей работой тогда на 30%. Если говорить о цифрах, то есть не на 50, не на 80, как сейчас, а всего на 30. Я понял, что, ну, я тогда уже понимал, что рано или поздно я уйду с этой работы на то, что мне будет нравиться больше. Я ушел, ну, рискнул, согласен. Но я не жалею, конечно, ну, как жизнь, в принципе, показывает, выбор был правильный. Хотя, ну, естественно, непривычная среда, вахтовый поселок. Получается, это как бы авантюра, да, получилась такая, может так. Это была амбициозная цель. Не, ну я серьезно, я понимал, что здесь все-таки реальная жизнь, реальная экономика Казахстана, она здесь. Со всеми вытекающими оттуда плюсами и минусами. То есть. Ну вот спустя столько лет, оборачиваясь назад, да, вы достигли того, чего вы хотели, как вы считаете? В целом, да. Ну, с какими-то небольшими вариациями, да, то есть, естественно, я там в 5 лет не думал, что я хочу стать там вот, советником по развитию бизнеса ТО «Тengis-Chevroil». Но ну, я знал, что, скажем так, я хочу заниматься любимой работой, это у меня есть. Я хочу, чтобы у меня было много друзей, это у меня есть. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, это у меня есть. И я хочу, чтобы моя жизнь была, как это опять-таки не штампованно звучит, ну, не была однообразной. Но жизнь она такая, какой ты сам ее создаешь. Это вот правило. То есть ничего там особо сложного нет. Как с профессиональной точки зрения, так и с личной. То есть если ты знаешь, чего ты хочешь, это уже половина успеха.